За последние 2 недели председатель правительства Якутии Галина Данчикова посетила с рабочим визитом 3 района республики – Хангаласский, Алекминский и Ленский. Премьер-министр на местах побывала на стройплощадках жилых домов, ознакомилась с работой предприятий, проверила обоснованность цен на продукты, встретилась с жителями этих районов и многое другое. На что обратила внимание премьер прежде всего и решение каких проблем и вопросов глава правительства поставила в приоритет в материале Саргаланы Захаровой. В Хангаласском районе глава кабинета министров посетила объекты крупного промышленного предприятия «Якутцемент». Галина Данчикова осмотрела сырьевую базу компании «Карьер», побывала в цехах основного производства по выпуску клинкера и цемента, посетила новый цех по выпуску дорожных плит для строительства газопроводной магистрали «Сила Сибири». У вас получается в день плит выпускать? Сейчас делаем, вчера делали 118, вчера, там делаем, сейчас уже 120 в день делаем. 120 в день, да? Также Галина Данчикова посетила социальное учреждение Министерства труда и социального развития республики в Хангаласском районе. Она пообщалась с постояльцами стационарных учреждений социальной сферы, встретилась с коллективами, осмотрела жилые комнаты и оценила условия проживания людей в учреждении, включая досуг и питание. У нас штат врача-терапевта есть, но работают заместители. На полставки врач высшей категории терапевт, и невролог, и окулист. А лекарства все есть? Все делаете бесплатно? Далее премьер посетила с рабочим визитом Алекминский район. Объектами внимания стали стройплощадки в 2 микрорайонах центра Улуса. Строительство идет по программам переселения граждан из аварийного жилфонда и обеспечения жильем детей-сирот. Галина Данчикова обратила особое внимание на качество строящегося жилья и подчеркнула, что человек не должен ждать устранения недостатков, а должен сразу получить достойное жилье. Она, видимо, вся Идет от второго слоя, во-первых, который прижимал бы его. В ходе визита не обошли вниманием ветераны Великой Отечественной войны. Представители руководства республики лично поздравили каждого участника боевых действий 41-45 годов, проживающих в Алекминске 70-летием Победы, и вручили памятные подарки. Также Галина Данчикова встретилась с многодетными семьями. Ну а накануне в Ленском районе председатель правительства начала работу с посещения Ленского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Далее правительственная группа осмотрела строительные объекты, возводимые по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Здесь попробовали первый дом. Нам на сваях поставить. Первый дом, да? Первый дом. Это первый дом на сваях, да? На сваях, в Ленске. Так. То есть вот эту технологию применили, но сейчас посмотрим, как оно будет у нас. Значит, этот дом вот мы поставили, значит, мы его планируем сдать 31 декабря этого года. Я надеюсь, мы дадим его немножко раньше, чтобы люди... А сколько мест? Сколько квартир? 67 квартир. Реализация этой программы стала одной из главных тем на повестке рабочего совещания в администрации района. Заключены контракты еще на 2 дома, значит, 1 дом 67-квартирный, адресный ориентированный рабочий 17Б. На сегодняшний день подрядчик там работы проводит. Срок окончания строительства тоже по этому контракту 31 декабря 2015 года. Значит, и 3-й дом, это мы приобрели 36 квартир. Другой темой повестки стал вопрос развития транспортной инфраструктуры района. Глава города предложил правительству рассмотреть вариант бетонирования 2-километрового участка дороги от города Ленск до микрорайона Северный. Галина Данчикова отметила возможность рассмотрения такого варианта строительства, но при условии софинансирования с районного бюджета. Саргалана Захарова, Елена Фас, Светлана Балеева, Якутия. День за днем.